Здравствуйте, ребята, с вами я, Эльмира Ринатовна, и сегодня на уроке мы разберем еще одну замечательную теорему, которая называется теорема синусов. Ну, если в названии данной теоремы присутствуют синусы, естественно, мы будем работать с синусами. О чем говорит данная теорема? Данная теорема говорит вот о чем, что оказывается в произвольном треугольнике стороны всегда пропорциональны синусам противолежащих углов. Итак, если у нас дан треугольник ABC, соответственно, напротив вершины B лежит сторона B, напротив угла А или вершины А лежит сторона А, и напротив вершины С лежит сторона С. Так вот, наша теорема говорит о том, что любая сторона, стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов. То есть, если я беру сторону А, если они пропорциональны, то есть у нас получается какая-то пропорция, то я могу записать, что А относится к синусу противолежащего угла. Напротив А лежит угол А. То есть я пишу, относится к синусу угла А точно так же, как сторона Б относится к синусу угла Б. И точно так же относится, сторона С относится к синусу угла С. То есть что мы делаем? Мы самое главное должны видеть сторону и противолежащий угол. Сторону и противолежащий угол. И имея данную пропорцию, естественно, можно найти элементы. Конечно, нам данную теорему нужно доказать. Как же мы докажем? Ну, давайте возьмем, обозначим угол, обозначим угол А, да? А это у меня угол Б, а это у меня угол С, да? Пусть будет. Итак, как же мы с вами докажем? Ну, во-первых, используем формулу для нахождения площади треугольника. Что я делаю? Я записываю. Площадь треугольника я могу найти, используя сторону B и C, да? Или давайте начнем с А. Я могу использовать сторону А и Б и синус угла между ними. Не забываю, что это половина произведения, то есть 1/2 умножить на А, умножить на Б и умножить на синус угла между ними, то есть на синус угла С. Точно так же я могу найти площадь треугольника, используя другие стороны. Давайте найдем через сторону B и С. 1/2 умножить на B умножить на С и на синус угла между ними. Синус угла А тогда получается. Либо я могу использовать формулу S равно 1/2 А на С, да? А умножить на С на синус тогда угла B. И данными формулами мы воспользуемся для того, чтобы доказать нашу формулу. Что я возьму? Я возьму попарно вот эти две формулы, а потом попарно рассмотрю вот эти две формулы. Что у меня получается? Если площадь равна 1/2 А умножить на Б и на синус угла С, и одновременно площадь я могу вычислить, использовав 1/2 умножить на Б и на С и на синус А, поэтому я могу приравнять, да? То есть мы так и записывали. Площадь равна 1/2 А на Б на синус С равно 1/2 Б на С, помните? То есть я приравниваю данные две формулы, у меня получается 1/2 А на Б на синус С равно 1/2 умножить на b и на c и на синус угла А. Что у меня получается? В левой части 1/2 и в правой части 1/2, естественно, я их сокращаю. В левой части у меня присутствует b и в правой части присутствует b. В результате остается А умножить на синус c, это и есть c умножить на синус А. А теперь я это запишу через пропорцию. У меня получается А разделить на синус А. Это отношение равно отношению С разделить на синус С. Вот и все. А если я буду использовать вот эти выражения, да, для выражения, площади, то я могу записать, что в свою очередь 1/2 b умножить на c на синус А. Это то же самое, что 1/2 А умножить на С и на синус Б. Используя предыдущий алгоритм, 1/2 сокращается, С и С сокращаются, в результате остается Б умножить на синус А равно А умножить на синус Б. И тогда я могу записать, что B относится к синусу B,
точно так же, как А относится к синусу А. Ну, а теперь посмотрите. А относится к синусу А так же, как С относится к синусу С. И А относится к синусу А так же, как Б относится к синусу Б. То есть в результате я получаю вот это вот отношение. То есть я каждый раз могу брать любую пару. То есть решая задачу, нам не нужно использовать все три отношения. Мы можем взять пару отношений, тем самым получив пропорцию. Итак, ребят, мы с вами получили и доказали, что стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов. И данное утверждение мы будем использовать при решении задач. Но помимо того, что теорема синусов определяет отношение сторон к синусам противолежащих углов, я могу еще сказать, оказывается, отношение каждой стороны к синусу нашего противолежащего угла, это оказывается всегда равно значению 2 умножить на r, то есть радиусу описанной окружности. То есть, если вокруг нашего треугольника ABC описать окружность, то удвоенное, да, произведение нашего радиуса равно отношению любой стороны к синусу противолежащего угла. Как доказать это утверждение? Я возьму стандартную формулу для нахождения радиуса описанной окружности. Если мы с вами говорили о том, что радиус описанной окружности вычисляется по формуле А умножить на Б умножить на С разделить на 4s, где s является площадью треугольника, давайте запишем, что r это все-таки радиус описанной окружности. И используя данную формулу, мы можем с вами доказать, что отношение стороны к синусу противолежащего угла всегда равно значению 2 умножить на r описанной окружности. Что я для этого сделал? Давайте эту формулу я умножу на 2, то есть левую и правую часть я умножаю на 2. Тогда получается, что у меня будет 2r равно А умножить на Б умножить на С разделить на 4s умноженное на 2. 4 и 2 сокращается, в результате получается 2r равно А умножить на Б умножить на С и разделить уже на 2s. Коль мы с вами говорили, что площадь треугольника мы можем вычислить, использовав вот эти вот формулы, то давайте, я запишу s через, допустим, то есть я пишу 2r пока оставляю, то есть я пишу А умножить на Б умножить на С разделить. Давайте первую формулу. 1/2 так, еще двойку я забыла. 1/2 А умножить на Б на синус угла какого? С. Что происходит? 2 и 1/2 в результате мне дают единичку, да? А и А я сокращаю, Б и Б я сокращаю, в результате остается, что 2r равно s разделить на синус c. То есть 2r это c разделить на синус c. Итак, ребят, мы с вами доказали, что 2 умножить на r, где r радиус описанной окружности, это всегда отношение длины стороны треугольника на синус противолежащего угла. Аналогично мы с вами можем доказать, что 2r это отношение стороны А, то есть длины стороны А к синусу угла А, то есть противолежащего стороне угла. И то же самое, что это отношение стороны Б к синусу угла Б. Мы сегодня, ребят, разобрали с вами замечательную теорему, которую мы научимся применять с вами на практических занятиях. А на сегодня наш урок подошел к концу. До свидания, до новых встреч.